«Мой бизнес» – национальный проект по поддержке предпринимателей. Центры формируют сервисную модель оказания поддержки, объединяя целый ряд объектов инфраструктуры поддержки для малого и среднего бизнеса на одной площадке. О реализации национального проекта, о ее результатах рассказал заместитель директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Северная Осетия Алания Султан Сакоев. Султан, добрый вечер. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер. Какие основные направления работы в рамках реализации национального проекта осуществлял ваш центр? В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы было разработано и реализовано огромное количество механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства. В первую очередь центры «Мой бизнес» были созданы благодаря как раз-таки этому национальному проекту по всей стране, начиная с 2019 года и заканчивая как раз-таки 2024 годом, когда национальный проект подошел к концу. Если мы говорим про центр «Мой бизнес», который находится в нашей республике, то он является единой площадкой всей инфраструктуры поддержки предпринимателей. То есть, если вы приходите в центр «Мой бизнес», вы можете найти там фонд поддержки предпринимательства, фонд кредитных гарантий, фонд развития промышленности, гарантийный фонд, также фонд микрофинансирования, МФЦ для бизнеса. То есть весь спектр поддержки предпринимателей. В структуре центра «Мой бизнес» есть много различных отделов, которые занимаются поддержкой различных предпринимателей. К примеру, если мы говорим про центр поддержки экспорта, который входит в центр «Мой бизнес», он занимается поддержкой экспортеров, то есть это производители нашей республики, которые хотят экспортировать свою продукцию за рубеж. Также у нас есть региональный инжиниринговый центр, который занимается производственными предприятиями и оказывает высокотехнологичные услуги. На базе центра «Мой бизнес» также есть и бизнес-инкубатор. Это имущественная поддержка, которая необходима начинающим предпринимателям, если им нужны офисные помещения. Это оборудованные офисные помещения, которые сдаются на льготных условиях. То есть это имущественная поддержка, которая необходима для начинающих предпринимателей. В принципе, для любого предпринимателя эта площадка является основной, я бы сказал, потому что даже если вы только начинаете свой путь и хотите зарегистрировать свой бизнес, то вы можете обратиться также в МФЦ для бизнеса, который находится там же на улице Шмулевича 8Б, в центре «Мой бизнес», где абсолютно бесплатно вам могут зарегистрировать ваше индивидуальное предпринимательство, либо юрлицо, либо открыть расчетный счет. Какие ключевые показатели эффективности были определены для вашего центра в процессе реализации национального проекта? Ключевые показатели эффективности ставятся перед нами каждый год. Не только перед нами, перед всеми центрами «Мой бизнес». Плановые ключевые показатели эффективности представляют из себя в основном такие пункты, как количество оказанных услуг, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым была оказана поддержка, вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства из числа физических лиц и многие другие показатели. Каждый раз ключевые показатели эффективности в целом выполнялись нашим центром «Мой бизнес» и даже зачастую перевыполнялись. Какие, на ваш взгляд, наиболее значимые результаты были достигнуты вашим центром в ходе реализации национального проекта? За 6 лет действия национального проекта центром «Мой бизнес» было оказано свыше 99 тысяч услуг для более чем 63 тысяч предпринимателей нашей республики. Также было создано 5511 индивидуальных предпринимателей и юрлиц из числа физических лиц, благодаря поддержке центра «Мой бизнес». Мы можем поговорить также про центр поддержки экспорта, который также входит в центр «Мой бизнес». Благодаря работе центра поддержки экспорта было заключено свыше 135 экспортных контрактов, которые заключило 36 субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом импортерами североосетинской продукции стала 21 страна. И отгрузки экспортные составили свыше 4 миллионов долларов. Центр инноваций социальной сферы, также входящий в состав центра «Мой бизнес», за весь период нацпроекта смог реализовать 80 социальных проектов. При этом средняя эффективность на один вложенный рубль субсидии
составила 237 рублей в бюджет Республики Северная Осетия-Алания. Какие виды поддержки пользовались наибольшей популярностью у предпринимателей? И, на ваш взгляд, с чем это связано? Если мы говорим, наверное, про какие-то популярные услуги, то здесь стоит, конечно, остановиться на консультационной поддержке, потому что большая часть предпринимателей, которые обращаются в Центр «Мой бизнес», они все-таки являются начинающими предпринимателями, им зачастую нужна консультационная поддержка. Также это бывает и образовательная поддержка, то есть на базе Центра «Мой бизнес» постоянно проводятся различные семинары, мастер-классы, тренинги, бизнес-игры и так далее. Образовательная поддержка тоже является очень популярной. Также имущественная поддержка, за ней тоже довольно часто обращаются. Но это касаемо начинающих предпринимателей. Если мы говорим про более зрелых предпринимателей, то там также очень популярно содействие в оформлении разрешительной документации. То есть это различные сертификации, декларирование продукции, техусловия, регистрация промышленных образцов, регистрация товарных знаков и так далее. То есть все зависит от того, на каком этапе на данный момент находится предприниматель. В целом для разных отраслей предпринимательства у нас есть виды услуг, которые подойдут для них. Также мы находим индивидуальный подход под каждого предпринимателя и стараемся ему помочь. Какие категории бизнеса получали наибольшую поддержку? Если мы говорим про категории бизнеса, то в данном случае сам по себе национальный проект предполагает поддержку малого и среднего предпринимательства. Также мы оказываем услуги и самозанятым гражданам, и физическим лицам, которые хотят открыть свое дело. Соответственно, крупный бизнес сюда не входит, поэтому вот поддержка оказывается только лишь для малого и среднего предпринимательства. Как изменится работа вашего центра после завершения национального проекта и какие новые задачи стоят перед вами? Работа продолжится. В 2025 году вступит в силу новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Мы будем работать уже по новому национальному проекту, поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства продолжается. Можно обращаться в Центр «Мой бизнес» за оказанием любых услуг. Сегодня можно сказать, что то решение, которое было принято в 2019 году при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, было верным. Спустя это время мы можем наблюдать, как большому количеству предпринимателей была оказана поддержка. И это, наверное, как начинающие, так и состоявшиеся. Безусловно, конечно, это и начинающие, и состоявшиеся предприниматели, и даже те, которые еще не поняли, что они хотят стать предпринимателями, но уже вот на пути к этому. Я уверен, что поддержка малого и среднего бизнеса будет продолжена в новом национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Султан, я благодарю вас за то, что нашли время сегодня и пришли к нам в студию. До новых встреч. Спасибо. До свидания.